Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. 7 декабря в четверг в Сухуми открывается 7-й съезд Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. О планируемых мероприятиях в ходе съезда в материале Сарии Смар. В этом году в мероприятии примут участие более 300 делегатов из Англии, Египта, Турции, Иордании, Сирии, России, а также других стран и регионов мира. В рамках Конгресса в течение 3 дней будут проведены заседания, различные встречи и круглые столы. В этом году в работу съезда будет внесено несколько изменений. Кроме того, делегаты съезда изберут нового председателя Абхазо-Абазинского конгресса. Устав мы меняем. У нас был устав, 25 лет уже один устав. Не то, что устарел, но в всяком случае туда надо ввести много. До сих пор у нас был президент. Решено, что это будет называться, эта должность председателя Высшего совета. С момента создания Абхазо-Абазинского конгресса прошло 25 лет. Первый съезд прошел в 1992 году в селе Лыхны. В то время перед его организаторами и участниками стояла первоочередная задача – объединить усилия, чтобы выстоять в войне. Сегодня организация добивается всемирного признания Абхазии, а также объединения представителей народа, проживающих в 53 странах мира. Цель – это единство. Без единства ничего у нас не получится. Не получилось бы во время войны, потому это было создано, и сегодня не получится в строительстве государства, если мы не будем едины. Чтобы приобщить всю нашу диаспору к строительству государства. У нас девиз главный там, у нас одна родина – это Абхазия. Очередной съезд Абхазо-Абазинского конгресса начнется в четверг с возложения цветов у мемориала погибшим в Сухуми. Официально его закрытие пройдет в Лыхнашта, там, где 25 лет назад был впервые проведен съезд. Сария Смар, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. По данным Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, экспорт цитрусовых в ноябре этого года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 2,5 раза. Об этом сообщает Абснепресс. О снижении поставок мандаринов из Абхазии говорят и российские эксперты. Предложение со стороны Абхазии по мандаринам будет крайне низким, высокой конкуренции не предвидится, прокомментировал ситуацию российской газете председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. По его данным, доля Абхазии в общем объеме импортируемых Россией мандаринов составляет не более 4%. При этом основными причинами падения экспорта специалисты, как абхазские, так и российские, называют неблагоприятные погодные условия в период цветения в мае этого года и нашествие сельскохозяйственных вредителей мраморных клопов. В Москве прошли консультации между представителями Министерства экономики Республики Абхазия и Министерства экономического развития Российской Федерации. По словам заместителя министра экономики Абхазии Батала Тарба, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам деятельности двух ведомств, перспективам дальнейшего сотрудничества и взаимодействия. На встрече также обсуждались вопросы создания многофункционального центра, применения методик оценки регулирующего воздействия нормативных актов, эффективного управления госпредприятиями. В 10-дневный срок Абхазгосдрамтеатр должен подготовить план мероприятий. После его утверждения будет создана государственная комиссия во главе с вице-премьером Бесланом Эшва, которая будет мониторить работу театра. Такое решение было принято по итогам встречи в администрации президента с участием руководителя Абхазгосдрамтеатра, Министерства культуры и деятелей культуры. Об этом в интервью абхазскому телевидению сообщила министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия. На встрече много говорили о том, как важно сегодня сохранить единство в самом главном нашем драматическом театре, где большая история. Театр после нескольких лет ремонта и реконструкции сегодня располагает прекрасными возможностями для того, чтобы реализовать свои творческие задачи. На будущий год приедет целое поколение новых актеров, которые учатся в Щукинском театральном институте. И сегодня очень важно, чтобы не было раскола в театре. И художественный руководитель, и директор высказали свою точку зрения. И итогом всей встречи было то, что президент Рауль Джунгович Хаджимба
огласил, что в 10-дневный срок Абхазский государственный театр должен подготовить совместный план мероприятий, то есть и административная часть, и художественное руководство, представить его. После того, как план будет уже утвержден, параллельно будет создана государственная комиссия, председатель которой будет курирующий вице-премьер Беслан Федорович Эшба. И комиссия, в состав которой войдут и представители Министерства культуры, других госорганов, депутаты, деятели культуры, она будет представлять ежеквартальный мониторинг по работе театра, и общий результат можно будет наблюдать уже в первой половине 2018 года. На самом деле сегодня все очень заинтересованы в том, чтобы Абхазский государственный театр был поставщиком положительных эмоций, потому что уходящий год в разных театрах, у нас их 4, он был отмечен интересными премьерами и повышением зрительского внимания к театральному искусству. Такие инциденты, на самом деле, они как система сообщающихся сосудов, они, как правило, действуют на направление в целом. Поэтому мы надеемся, что все разногласия и недопонимания, которые были, они будут преодолены, и в 2018 год мы войдем уже с какими-то творческими и иными планами. Ряд районов западной части Сухума в эти дни вновь оставался без воды. И, как оказалось, связано это с аварией на основном трубопроводе в Сухумском районе. В очередной раз лопнула старая водопроводная труба. На место работы приехал и глава столичной администрации Адгур Харадзе. Подробности в материале Ренаты Шакая. Главному водоводу, обеспечивающему Сухум питьевой водой уже более полувека. Многие десятилетия его не ремонтировали. Последние годы он давал о себе знать частыми прорывами практически каждую неделю. К концу этого года мы планируем заменить участок от насосной станции и до телефонной станции. Там уже произвели мы переключение от Дельта Сервис и за автозаправочной станции, за телефонной станцией вот на новом районе. А осталось вот здесь вот метров, наверное, 150 запаять вот эти пластиковые трубы. И к концу месяца, я думаю, мы переключимся и Новый год будем встречать с водой по новой трубе. Серьезная утечка в главной трубе образовалась под опорным столбом высоковольтной линии электропередачи. Именно там и произошла очередная авария в прошедший выходной день, из-за которой столица частично осталась без воды. Со слов главного инженера, ситуация была аварийная, но главное – предупредить население успели. Старая труба, стальная труба, которая вот лежит рядом, проложена, она лопнула вчера вечером. Здесь ребята работали, бригада, и прямо такой взрыв услышали, она лопнула ее. Вот, и мы остановили ее, открыли все выпуски, и тем не менее до сих пор вода вытекает из этого прорыва. Вот сейчас откачивают помпами, откачают, заварят, и мы, я думаю, там по большому счету сварочных работ всего на 1,5 часа, чисто сварочных работ. Но надо ждать из-за того, что вода вытекает, не дает варить. Это мы заварим, и мы запустим, и люди будут получать, как обычно, по обычном режиме. Проводимая работа по укладке нового водопровода не только изменит сложившуюся ситуацию, но и избавит столицу от постоянных аварийных ситуаций и отключения воды. Все работы проводятся в рамках российской инвестпрограммы. В общей сложности будет заменено более 6 километров трубопровода. Проводится труба диаметром 800 мм. По комплексному плану проводятся эти работы. Данная труба будет проводить воду от насосной станции до резервуаров, которые находятся выше над городом. И уже затем с резервуаров будет подаваться в город. Все работы идут по установленному графику. Специалисты постараются как можно раньше подключить новый водовод к системе водоснабжения Сухума, так как трубу прокладывают частями. Воду отключать придется еще не раз. После укладки этой трубы и введения в эксплуатацию этой трубы, данный участок уже на данном участке проблем не будет и будет реже
аварийной ситуации. Ну, как я до этого говорил, конечно же, у нас не одна это такая насосная станция, насосных станций 3 в городе. И с каждой насосной станции идут по несколько труб разного диаметра. И, естественно, их потихоньку нужно все восстанавливать. Специалисты соединяют полиэтиленовые трубы диаметром 800 мм, роют траншеи и укладывают новый трубопровод. Помимо всего этого, чинят старую трубу, чтобы не оставить город без воды надолго. Рената Шакая, Сейда Гухава, Абхазское телевидение. Депутаты собрания города Сухум посетили с рабочим визитом Московскую городскую думу и обсудили особенности развития двух столиц. В рамках визита была достигнута договоренность о подписании протокола о сотрудничестве. Как подчеркнул председатель Сухумского городского собрания Константин Пиля, подписание протокола о сотрудничестве между Мосгордумой и Сухумским горсобранием позволит развить не только дружеские контакты депутатов, но и наладить стратегические связи. При этом председатель Московской городской думы Алексей Шапошников также заявил о заинтересованности московских депутатов в развитии отношений с Сухумским городским собранием. В пятницу 1 декабря сгорел дом жителя города Тхуарчал Беслана Квиквискири. На момент возгорания дома находилась его супруга, которая, по ее словам, не сразу заметила, что горит мебель на первом этаже. Со слов женщины, пламя мгновенно распространилось по всему дому. В один миг жильцы лишились всего имущества и крыши над головой. На данный момент семья Квиквискири, муж, жена и 4 детей временно проживают у соседей. В ближайшие дни в Абхазии ожидается резкое снижение температуры, сопровождающееся порывами ветра и осадками в виде дождя со снегом. Температура воздуха в ночное время суток опустится до 5 градусов. Сила ветра составит около 13-15 метров в секунду. Об этом нам сообщил исполняющий обязанности начальника отдела гидрометеорологии Госкомитета по экологии Амир Цушба. Завтра днем начинается дождик такой небольшой. А уже ближе к вечеру будет переходить к ливневым осадкам, к ливневому дождю. Будет сопровождаться, также поздно вечером, во вторник, будет сопровождаться с смешанными осадками. То есть ливневой дождь постепенно будет переходить к дождю со снегом. Дождь со снегом мы можем, в принципе, уже наблюдать уже ближе к вечеру среды. То есть со среды на четверг, можно сказать, температуры воздуха будут ощутимо понижаться. И сильные осадки мы ждем именно со вторника на среду. Днем будет временами проясняться погода, но опять-таки, как я уже говорил, на четверг может быть дождь со снегом. А к пятнице, в пятницу, уже с пятницы на выходные дни погода прояснится, осадки прекратятся и будем видеть ясную погоду, солнечную. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, ночью преимущественно без осадков, днем временами дождь с грозой. Температура воздуха ночью 5-10, днем 10-15 градусов, температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.